период Крымского ханства территория ногайских кочевий была довольно обширной. Она разделялась на так называемый Восточный Ногай, где преимущественно проживали едичкульцы и джамбулуки, Западный Ногай или Едисан, земли едисанцев, Буджак и Кубань. Что касается численности населения, то, к примеру, путешественник Эрнст Клейман, посетивший Крымское ханство в 1768 году, в 1770, говорит о 500 тысяч ногайских семей, проживающих только в землях едичкульцев и джамбулуков. Сегодня это Херсонская область. А вот какая численность была в ногайских городах, сейчас уже сказать трудно. Однако они не просто были, а процветали и богатели благодаря товаро-рыночным отношениям. Одним из таких городов был Олешки, переживший немало войн и исторических событий. Сегодня это небольшой город в Херсонской области, переименованный в Цурюпинск. История этого города уходит своими корнями в античность. Олешки был основан эллинами в устье Днепра 1000 лет назад. Это было небольшое поселение, именовалось Элис или Элекс. Жители Киевской Руси называли его Елисей. В генуэзский период городом владели итальянцы. Со временем сюда бежали некоторые киевские князья, а с XIII века город стал принадлежать ордынцам. В летописях XIII века город упоминается сначала под названием Олешье, а несколькими годами позже как Олешки. После знаменитой битвы на реке Калка в 1223 году земли Северного Причерноморья вошли в Джучьев улус, и отныне здесь осели ногайцы, некогда кочевавшие в хаджитарханских степях. С образованием Крымского ханства Олешки становится главным городом ногайцев и едичкульцев. Располагался город в живописной местности. С одной стороны его окружали зеленые луга и плавни, образовавшиеся благодаря притоку Днепра реки Конки. С другой – юго-восточные песчаные холмы. С юга и юго-запада раскинулись просторные равнины. Как и все крымско-татарские города, в Олешках занимались торговлей. Здесь имелось до 20 лавок с разными товарами, несколько кофеен, 6 постоялых дворов, расположенных вблизи базарной площади, а в центре города возвышалась мечеть с 2 минаретами. В 1711 году крымский хан Девлет-Герай II, будучи союзником гетмана правобережной Украины Филиппа Орлика, выступившего против Москвы и потерпевшего фиаско, распорядился выделить земли казакам под сечь вблизи крымско-татарского города Олешки. Олешкинская сечь просуществовала с 1711 по 1734 год под протекторатом крымских ханов. С распадом Крымского ханства в 1783 году все изменилось. Власть перешла к завоевателям, и очень скоро Олешки сначала покинули известные ногайские роды, такие как Чезлу, Ивак, Казай-Мурза, Исмаил-Мурза, Баютай и многие другие, а вслед за ними потянулись и простые жители. Сам же город официально переименовали в Днепровский. Впрочем, не дожидаясь, когда последние обозы крымских татар покинут историческую родину, Министерство государственных имуществ сделало принудительное предложение государственным крестьянам внутренних губерний Российской империи к переселению в Таврический край. Селились в уездных городах – Олешки, Бердянск, Ногайск, Орехов и других. Новые переселенцы водворились в оставленные крымскими татарами дома. Но не все покинули в эти годы родной город. И хотя именно название Днепровский стало фигурировать на картах, в документах, оставшиеся жители не переставали называть его, как и прежде, Олешки. Официальным властям пришлось подчиниться такому упорству, и когда в 1802 году город стал уездным, то уезд был назван Днепровским, а городу вернули старое название Олешки, утраченное только в послереволюционное время, когда город был переименован в Цурюпинск. Сегодня потомки недавних переселенцев нынешнего Цурюпинска вряд ли знают, что некогда на месте нового города стоял крымско-татарский город Олешки.